От Рахмонова все устали от беззакония, да? Устали от его детей, устали все, понимаете? Вот это, если одним словом выразить состояние Таджикистана, это усталость, понимаете? Абсолютная усталость. И поэтому, понимаете, вот та черта, та грань, которая когда-то еще держала людей, понимаете, этой грани нет. Уже чаша терпения людей лопнула, понимаете. Когда зайдешь, допустим, в таджикский сегмент интернета, да, там, социальные сети, там, Facebook, обстановка уже другая. Люди уже не боятся. Уже они говорят, что хватит Рахмону, хватит этому режиму, хватит беспределу, хватит беззаконию. Пора нам взять свою судьбу в свои руки. И, конечно, я больше чем уверен, что для Рахмонова был бы самый лучший ход, знаете. Вот он спас по себя и свою семью. Если он пошел бы на такой шаг, он выступил бы с заявлением, да, накануне Нового года или накануне Навруза, да, там, и сказал бы обращение к народу, просил бы прощения, да, и добровольно ушел бы в отставку. Насчет альтернативы Рахмонову. Обычно говорят, нет альтернативы Рахмонову. Ну как же так, да, целая нация, да, которая не имеет альтернативы какому-то, я не знаю, извините, пастуху, да. На любых выборах, если они будут честными, справедливыми, если веника, знаете, вот обыкновенного веника поставить альтернативу Рахмонову, он пройдет. Рахмонов сейчас, вот, по моей информации, он часто пьет, часто нервничает, часто ругается членами семьи. Он недавно собрал своих там детей, их 9, да, там, потом взятых, там где-то 5 или 6, я не знаю, да. Вот это такой семейный совет и сказал, что вы что делаете? Что вы делаете? Я не могу, если меня уничтожат, и вы будете убиты, и вы будете уничтожены. Имейте совесть, до чего вы довели. Но они его не слушают.